Философ-евразиец Николай Трубецкой писал, что московское государство возникло благодаря монголам. Русский царь явился наследником монгольского хана, а свержение ордынского ига свелось к замене хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. В XIII веке возникает Золотая Орда. Свой служилый характер последующее московское государство унаследовало именно от своей предшественницы. Важнейшие государственные институты московского государства, особенно 16-17 века, были полностью заимствованы из ордынской традиции, из институтов Золотой Орды. И это касается, прежде всего, таких важнейших институтов, как, например, вооруженные силы, войско, его комплектование, структура. От эпохи Золотой Орды до нашего времени также дошли такие термины, как казак, обозначавший рядового воина-кавалериста, караул, сторожевой пост, ертаул, разведывательный отряд, есаул, начальник. Сохранилось множество восточных, русских и западноевропейских миниатюр с изображением того, как выглядели монгольские воины того времени. У них были шлемы, доспехи, луки со стрелами, копья и сабли. Аналогично были вооружены и воины других народов тюрко-монгольского мира, в том числе и башкир. Согласно традиции, отраженной в башкирских шежере, а также в ряде сочинений, именно Чингисхан даровал башкирским беям их родовые территории и атрибуты власти, потребовав взамен нести военную службу. В составе Золотой Орды Башкирия, подобно русским княжествам, сохраняла автономию. Причем у башкир был собственный правитель, являвшийся вассалом монгольского хана, о чем сообщают отчеты миссионеров Ватикана. Я, брат Иоганка, с двумя братьями-венграми и одним англичанином дошли до Баскардии, большого народа, подчиненного татар. Государя же всей Баскардии, с большей частью его семьи, мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Письмо Иоганки Венгра генералу ордена Миноритов, 1320 год. Территория Башкирии не была официально включена ни в один из улусов западной части Монгольской империи. Власть племенной элиты была сохранена у башкир. И, может быть, исключительно этим обстоятельством мы обязаны тому, что башкиры как этнос сохранились. Тем не менее, вассальные народы золотоордынских ханов были обязаны по первому зову поставлять людей в ханское войско. Когда Тохтамыш начал войну против Тамерлана, то собрал многонациональное ополчение. Из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, жителей Крыма с Кафой и Азаком, башкирдов и мокши собралось войско изрядно большое. С такой неподдающейся счету армией, превосходившей число древесных листьев и дождевых капель, двинулся он против Тимура. Шараф ад-Дин Езди, Зафар-Наме. Необходимо отметить, что башкиры и их предки находились в составе достаточно большого количества государственных образований еще до образования Монгольской империи. И везде, очевидно, от них в качестве такого обязательного условия пребывания требовали военную службу. Башкирские отряды участвовали во всех битвах, которые происходили в улусе Джучи, в том числе и в битве на реке Кундурчак. В ходе сражения Тамерлан нанес сокрушительное поражение Тохтамышу, а Золотой Орде — смертельную рану, от которой та уже не оправилась. Однако именно в государственной системе империи Чингисхана складывается корпорация профессиональных воинов-тарханов. Особенно широкое распространение институт тарханства получает в Башкортостане.
Даже после падения Золотой Орды башкирские тарханы, как сословие, сохраняют свое значение. Истоки института тарханов уходят своими корнями в эпоху тюркского каганата. Они упоминаются в архоно-енисейских памятниках, датируемых VIII веком. Институт тарханства гораздо более древний, чем Монгольская империя. Он известен еще со времен тюркского каганата. И, очевидно, судя по источникам, в него включали элиту народов, которые вошли в состав той или иной кочевой империи. Как правило, они имели привилегированный статус, в отличие от своих сородичей. И главная их обязанность была нести военную службу. В ярлыке, выданном казанским ханом Башкиром и Ректинской волости, говорится: «Сахиб Гирей-хан велел быть в тарханах шейх Ахмеду с товарищами, 7 человеками, и до животов их, до земель, чем они владеют, и в воды их никому не поступаться». Башкирские тарханы упоминаются и в других источниках. Вся земля казанская, и сеиды, и шейхи, и шейх-заде, и мулла-заде, имамы, хаджи, афазы, уланы, мурзы, ички, дворные и задворные казаки, и чуваша, и черемиса, и мордва, и тарханы, и мажары. Из обращения сословий Казанского ханства к царю Ивану Грозному, 1551 год. Этот документ середины XVI века действительно долгое время считался спорным. И под тарханами здесь, как правило, понимали достаточно широкий круг этнических элит в составе Казанского ханства. И только последние годы даже казанские исследователи Исхаков признали, что в данном случае под тарханами надо иметь глав тех башкирских родов, которые несли службу Казанскому хану в основном на положении либо сюргальных условий, то есть получения земельных владений, либо на условиях освобождения от податей. Таким образом, башкирские тарханы находились в составе вооруженных сил Казанского ханства и в следующем 1552 году, когда Иван Грозный осадил его столицу. В недрах Золотой Орды зарождается и другая категория военных людей, существовавшая у башкир, а именно батыры, или, говоря по древнему произношению, богатуры или бахадуры, о чем говорят соответствующие источники. В середине 15 века некогда единая Золотая Орда распалась на несколько частей. Соответственно, вместо одного правителя появилось несколько, каждый из которых претендовал на единодержавие. Башкиры служили тем ханам, чью легитимность они признавали. Башкирская племенная элита сохранила власть над своими родами и, самое главное, земли. Но при этом была установлена вассальная зависимость от улуса Шейбана, который являлся братом Бату. И формально, вот, судя по башкирским шежире, именно шейбаниды считались, как говорится в шежире, природными башкирскими ханами. Когда Мухаммед Шейбани хан двинулся из Сибири на завоевание Средней Азии, которой управляли потомки узурпатора Тамерлана, башкиры приняли деятельное участие в этом походе. Когда Мухаммад Шейбани хан и Махмуд Бахадур Султан направились в Туркестан, то имена пришедших вместе с ханом людей были из башкурдов Чингис Бахадур и Челбаш Бахадур. Таварих и Гузида и Нусрат-Наме. 16 век. Упомянутые бахадуры являются первыми известными нам по письменным источникам батырами из числа башкир. Батыр – это не просто почетный эпитет, придаваемый смелым и сильным людям, а вполне конкретный титул. Особенно большое число башкирских батыров упоминают русские источники XVII и XVIII веков. В 1552 году Иван Грозный взял Казань.
Башкирские тарханы икских и ректинских властей, служившие Казанскому хану, были обязаны участвовать в начавшейся войне. Северо-восточные башкиры служили сибирскому хану Кучуму и его потомкам, так как они являлись представителями природной шайбанидской династии. Однако большая часть башкиров входила в состав дружественной московскому государству Ногайской Орды, правитель которой Улугбек, то есть великий князь Исмаил, в 1557 году принимает русское подданство. В этой ситуации башкиры устанавливают с московским царем непосредственные отношения, минуя Ногаев. К началу 17 века большинство башкирских родовых князей получило жалованные грамоты на свои земли. Правительство понимало, что в лице таких воинов, как башкиры, ему лучше всего иметь союзников, чем врагов. Москва пошла по пути сохранения, максимального сохранения тех традиционных структур, которые применялись в отношении башкир со стороны, например, Золотой Орды, Ногайской Орды, Казанского ханства. В отношении Башкирии московское правительство было вынуждено сохранить военную организацию, потому что иных методов управления этой территорией на тот момент не было. Башкиры в знак своего подданства должны были платить довольно символический ясак – пушнины и медом. Это была своего рода плата за владение землей и, конечно же, нести военную службу. И с этим обстоятельством связан уникальный статус башкир в составе московского государства. Только они полностью сохранили структуру военной организации. То есть в соответствии, кстати, опять-таки с Монгольской империей. Ведь в Монгольской империи вооруженный народ имел право на существование только в том случае, если он нес службу. Так возникает служилое сословие башкир-вотчинников, этнические и сословные границы которого первоначально полностью совпадали. Башкиры стали народом-сословием, народом-войском. Конечно, привилегии, дарованные башкирам, были вынужденным шагом правительства. По-другому оно не могло и не имело сил поступить. Не поступив власти подобным образом, войны в Поволжье не было бы конца. Тем более, что внешнее и внутреннее положение России было весьма шатким, что явственно продемонстрировали события смутного времени. Наступили тяжелые времена, смуты объята русская страна. Растрига безродный занял Рюрика трон. Говорят, что польский был он шпион. На Москве смрад, глад и клад звенящий, а в Кремле, говорят, царь не настоящий. Явились Кузьма Минин и князь Пожарский, с ними башкиры, народ уральский. Побили лже-Дмитрия гордых ляхов, освободили Москву от поляков.